Büyüstek hil başlamak da oğuldu şu salamaşıldı hok. Germaniya masera hil büyüstek şadeş marşa doğayıl. Как тебе сказать? Освободила. Саношу опубликовать DRLR прикрепить. Все прикрепил. Так, Ибраим подтянулся. Ибраим, подключай наших с Ютуба. Кому интересно, конечно же. Машу я не знаю. Я не работаю. Разведданных у меня нету. Поэтому я, короче, всем отправил DRS Hell. DRS Hell. Вчера мы начали тему. Тема, мы знаем, да, касаемо в основном, тематика была о том, что как мы отвечаем на исторические нападки и для чего все это делается, как грамотно работать для того, чтобы не оставлять начатую работу, не оставлять, а максимально наоборот всегда изучать все глубже и глубже свою историю. Вот это необходимо для нас, и это мы должны знать и не оставлять. Вот вчера зашел один из наших представителей, соседей, один парень кумыкский, который тоже валикум ассалам, который начал говорить и рассказывать о том, что люди многие не понимают и воспринимают там публикации, которые были сделаны вот, и, конечно же, само собой, рассказывая об этой ситуации, которая проходит на историческом поприще, все рассказывают только о том, что им не понравилось в публикациях на нашем канале или не нравится, как мы ведем дискуссию. Но, к сожалению, ничего о том, что они сами публикуют и пытаются осквернить, оскорбить исконно чеченские тейпы и территории, которые все глубже и глубже порой входят в центральную часть нашей Родины, рассказывают, задевают, переходя на личности, рассказывая нам сказки о том, какие бывалые были у них исторические личности, которые, оказывается, понимаете, заставляли пол региона, заставляли давать им ясак. Но стоит нам ответить таким же образом, как начинается у них лихорадка и начинаются проблемы о том, что, оказывается,
не стоит так делать, поскольку многим это не нравится. Ну, так. Но, тем не менее, это проблема историков, которые непосредственно занимаются историей соседних регионов. Нас интересует только наша история и, конечно же, наши исторические личности. Башлам, как отправить донат? Лимон, ты находишься на территории России или же на территории Европы? Если ты находишься на территории Европы, то ты можешь отправить донат только через YouTube канал. Если на территории России, то вот через номер, который находится, как говорится, внизу прикреплен на нашем канале. Вот. А так. Если Россия, Лимон, вот видишь, снизу номер находится. Это обычный номер Сбербанка. Можешь набрать просто этот номер и отправить по этому номеру, и все. Башлам из спорта Айрздин Чеченый Резван Хан. Спор, какой спор? Если исторический, то нет. Если по границе, то да, потому что в любом случае, пока сейчас не до этого, честно сказать, и многим. Вот, будем надеяться, 154. Будем надеяться, что 45. Так, сегодня мы немножко, я вам зачитаю один параграф с книги Хасана Бакаева, называется «Сарматы и Дзудзуки». Снова же мы зачитываем только то, что касается непосредственно нас. Я надеюсь, вам будет интересно. Все, конечно же, я вам не собираюсь читать часами. Здесь всего лишь буквально 2 листочка. Но и все же, чтобы было известно, особенно важно для шаройцев, шаройский спецназ. Если есть Умар, конечно, мой брат, если подтянется, ему тоже будет интересно, всем в основе. Но тут это не обозначает, что только для шаройцев. Маршу взаимно, все взаимно. Так вот, быстро мы пробежимся по Джавахашвили считал, что племенное название Шаро, многочисленно Шарой, лежит в основе не только названия города Шарван, Ширван, но и этнонима Сармат. Опираясь на античные и древние грузинские источники, он пришел к заключению, что название Сармат должно было на Кавказе звучать как Шармат, и связывал его с тем же чеченским обществом Шарой, с добавлением термина мат, страна, земля. Интересно, что на территории азиатской Сарматии Ашхарайцуцей упоминается провинция область Шрван с оглаской. Так, и наш брат Адлан задонатил. Адлан, Аллах да сааду, беш мархабатта, бодиснак эзашка соудолил хавизендер. Вот.
и шарван с оглаской, по всей видимости, шарван. Вот это еще раз доказывает, что к древним кавказским и преднеазиатским названиям, составленным на этнической основе, могло добавляться как термин «мат» – страна, место, земля, так и термин «ван» – место, земля, населенный пункт. Как видно из этих значений, во многих своих применениях эти термины «мат» и «ван» полностью синонимичны. То есть обозначает одинаковое. Вот. Если исходить из свидетельства древних авторов, сарматы или их значительная часть, по-видимому, действительно являлась конгломератом коренных кавказских народов и племен. Так, описывая сарматов, Страбон оставил нам следующее свидетельство. Это же Диоскурида является началом является торговым перешейком. Так, подождите. Страбон, следующий свидетель, является началом перешейка между Каспийским морем и Понтом и общим торговым центром для живущих выше и соседних народностей. Во всяком случае, этот город собирается 70 народностей. Согласно другим, вовсе не заботится о действительности даже 300. Все они говорят на разных языках, так как живут врозь и замкнуто в силу своей замкнутости и дикости. Большинство из них эти сарматы, но все они кавказцы. Как видно из этого описания, Страбон, который посещал Кавказ и по всей видимости был знаком этническим составом местности, алейкум ассалам, этническим составом и местного населения, выделяет сарматов как самый крупный среди 70 кавказских племен этносов. Иными словами, сарматы – коренной кавказский народ, который во время Страбона, вторая половина 1 века до нашей эры, превышал численностью остальные народы региона, учитывая, что древнегрузинские летописи свидетельствуют о том, что родоначальникам древнейших нахчийцев Кавказу принадлежало земли от реки Ламеки, Терека, до пределов Кавказа на западе. Наличие среди кавказцев, сарматов определенного нахчийского этнического элемента весьма вероятно. Заметим, что в Ахушти-Багратионе в географии Грузии уточняет, что Ламеки – это Терек, а пределы Кавказа на западе достигают восточного побережья Черного Понтийского моря. Более определенно связывает чеченцев-нахчийцев с сарматами академик Кекелидзе. Лимон. Зара, привет. Лимон. Твой донат дошел, Аллах да са дуэл булдиснак эзачка соудолил, да алберкет дуэл да са дуэл беш мархибата. Твой донат дошел, Лимон. Кекелидзе. Исследовав источники генеалогической таблицы в жизни картлийских царей, Кекелидзе пришел к выводу, что в кавказианам, нахчийцам, у Леонтии Мравелии соответствуют сарматы, савраматы. Что касается древнеармянской версии жизни картлийских царей, то в ней к сарматам добавляются те же аланы. Иными словами, кавказиане, предки нахчийцев, при сопоставлении различных исторических источников оказываются тождественными к сарматам, так и аланам. Это мнение нашло поддержку также у грузинского историка Г.В. Цулуя и его комментариев в жизни картлийских царей Леонтия Мравели. Продолжая исследования в этой области, мы сталкиваемся с любопытным обстоятельством. Анания Ширакаци, которому приписывают авторство Ашхарайцуца, был выходцем из области Ширак и одновременно с этим уроженцем города Ширакаван. Отсюда и его прозвище Ширакаци или реже Ширковаци. Известно, что область Ширак в Армении, Кавказской Албании и Предней Азии была известна 3 области с таким названием. Получила свое наименование от сираков, одного из сарматских племен. Говоря об этом племени, Виноградов и Умаров отмечали этнический состав
Сиракского союза еще далеко не ясен, однако считается, что он включал как сарматские, так и аборигенные кавказские племена. Эти же авторы далее выявляют среди сираков явный нахчийский этнический элемент с названием кантики, который происходит от чеченского слова кант – сын, юноша, парень, молодец. С учетом этого обстоятельства вряд ли стоит удивляться тому, что мы то и дело наталкиваемся в закавказских и преднеазиатских областях Ширак и Нарширакан, Новый Ширакан на топонимии, в том числе и Нахичевань, явно связаны с чеченцами, нахчиями. По мнению Вахушти-Багратиони, вся горная страна между Каспийским и Черными морями получила свое название по имени родоначальника древних нахчийцев Кавкасоса. Вахушти-Багратиони вслед за Леонтием Равели отвечает, что после нашествия хазар на Кавказ среди кавказян уцелел лишь Дзурдзукская, сын Тинана, превосходящий из потомков Кавказа. На что касается других потомков Кавказа, живущих к западу от истоков Арагви, то они, как пишет грузинский историк, были уничтожены хазарами. О широком расследовании древних нахчийцев по Кавказу свидетельствует также историк Давид Багратиони, последователь и родственник царевича Вахушти, который отмечает, эти зурдзуки во времена первого грузинского царя Фарнаваза 4-3 тысячелетия до нашей эры располагались в Колхидской провинции и в том месте, где позже появилась Сванетия. Вахушти-Багратиони, описывая эпоху второго царя Грузии Саурмага 234-159 года до нашей эры, также отмечает, что само название Сванетия появилось с момента заселения этого региона нахчийцами-дзурдзуками. Он пишет, некогда население не вмещалось в Дзурдзукете, и царь Саурмаг переселил их на местность Саване, после чего ее назвали Сванети. Судя по толковому словарю грузинского языка, Саване, Саванис означает жилище, стойбище, место пребывания. Возможно, в топонимии Савани, Саванис присутствует компонент ван, место пребывания, поселения, страна, провинция, о котором говорится выше. Предполагать это позволяет наличие названия Савани, картвельского топонимообразующего аффикса «са», который закономерно сопровождается в картвельском названии местности топонимообразующим суффиксом «ет», что в конечном итоге констатирует на базовой основе ван знакомый нам топонимии Сванети. Вот такое вот, как говорится, очень хорошая, я бы сказал, великолепная выдержка, параграф небольшой Сарматы и Дзурдзуки описаны. Снова же, при составлении данного материала были использованы документы и материалы, исторические факты Джавахашвили, армянская география 7 века, Мравелли Леонтий, Вахушти-Багратиони, Кекалидзе, православная энциклопедия, Габибейли, Виноградов, Умаров, Багратиони Давид, Вахушти-Багратиони, история Грузии, толковый словарь грузинского языка, Макалетия. Вот эти 12, как вы знаете, 12 ссылок, на которые можно ссылаться. Я, конечно же, могу и дальше, есть еще дальше Дзурдзукетия в Причерноморье. Есть продолжение, но после, наверное, общения, если вам будет интересно, мы зачитаем. Я просто не знаю. Башлам, тут нужно уточнить, как Вахушти писал Ламеки или Лоамеки. Лоамеки или Ламеки. Сейчас я тебе скажу, как писал.
Так. Страбон. Грузия. Ломеки. Не Лоамеки, а Ломеки. Именно писал Ломеки. Это Терек. Уточняет, что Ломеки. Не Лоамеки, а Ломеки. Вот так записано. Не знаю, кто там, как там переделывает на свой лад, но факт остается фактом. Так зафиксировано на этом документе. Вот, как мы знаем, по крайней мере, здесь все предельно достаточно, очень четко, ссылаясь на ссылки. Хасан, как всегда, великолепно проделал всю работу касаемо нашей истории. Вот. Следующий параграф. После нашего общения, если вам будет интересно, мы зачитаем. Это Дзурдзуки в Причерноморье. Вот. Это тоже как бы есть. И как бы здесь никаких проблем нету. Ибраим, ты на связи? Хайшуё. Если там будут вопросы с Ютуба, ты сразу задавай. Мы, конечно же, их тоже будем отвечать на них и зачитывать. В основе своей про и дзурдзуков, и сарматов, и кто как приписывал к местности. Все это описывается с каждым разом, с каждым параграфом становится все интереснее и интереснее, честно сказать. Вот. Я хотел, конечно, прочитать про кистинцев, но оказывается, мы еще не закончили тему с дзурдзуками. Поэтому вот так вот. Слышно нормально, не выкидывает. Я не знаю, как оно действует. Здесь насколько проходит. Материалы по работе мы, конечно же, не останавливаем. Сейчас пошли очень сильные атаки наших восточных нарнийцев. Конечно, не без западных нарнийцев тоже мы вместе отражаем вот всю эту вакханалию, которая у них есть. Особенно на 3 наших восточных района: Ауховский, Шаройский, Чаберлоевский. Вот, и вот на эти, и часть, конечно же, Ичкерийского, то исторического Ичкерийского района, на который начали претендовать некоторые наши сюли-нарнийцы, которые начинают писать под разными пабликами. Вот такое вот, кстати, ерунду, конечно же. Но просыпаются, может быть, чуть позже, может, чуть раньше. Может, мы не обращали достаточно, как говорится, на них внимания, но, как видим, что есть, то есть. Вот. Работа по истории, как мы знаем, не останавливается, и мы работаем активно с разными историческими источниками. Так. Ну, кто спрашивал, есть ли, нету ли, вот как раз таки Черту тоже живой. Спрашивали, Рамзан Черту живой или нет, вот они, Черту тоже в эфире. Нет. Есть Экки Тейп, есть Экки Тухум. Лам Экки это Тейп, а Экки Тухум это ауховский. Вот они делятся на 2 части. Ауховский
тухум входит много разных тейпов. А луам экки тейп не входит. Это один тейп, ну, со своими гарами, нехами и всем остальным. Чужого не надо и свое не отдадим. Для этого и изучаем, для этого и работаем. Вот. Странная вещь, все равно, несмотря на все это, количество людей вроде бы повышается, а потом раз сразу падает. Все-таки вот эти запреты и все остальное по ходу действует. Но, несмотря на это, бравые наши братья, сестры, алейкум ассалам. Алейкум ассалам, Ижри. Да, прямой эфир. Межой 90, ты так удивлен? Межу. У меня тянет. Он, видишь, даже Харс Аббас до сих пор даже мяукает. Видишь, мяу написала. Ты имеешь ауховцы, вот туда на... Нет, бено не могут входить в тухум, понимаешь? Дело в том, что где проживают в термин ауховцы, вот туда входят разные тейпы, которые не являются даже эхкой. Тухум эхкой, туда входят разные тейпы, почти 45 или 50 тейпов. Поэтому... Вот. А в сам тейп, конечно, нет. Опять ты. Так. Мяуф на чеченском. Мяу, вау, вау. Походу Харц Аббазда занялась лингвистикой. Да, вчера у нас был эфир на телеграм-канале. Тоже обсуждали вопросы, проблемы, как исторические. Вот вчера заходили к нам наши соседи, кумыки, тоже обсуждали с ними. Правда, уже в последние, так сказать, полчаса мы обсуждали это. Вот. И, видать, многим не дает покоя вот эта проблема. Коминат, халх, дусат. Да, странно. Обычно японцы не ошибаются, но надо что-то с этим делать. Надо что-то с этим делать, конечно.
точность никогда. В Телеграм какой ник у тебя, Башлам? Там тоже эфир можно, получается. Да, там тоже проводится эфир. Ник у меня Башлам, нижний дефис 20. Именно вот такой ник. Башлам, нижний дефис и 20, кажется, если я не ошибаюсь. Ну, в шапке этих каналов, от этого канала и того канала, я же указал телеграм-каналы. Я скинул, много раз скидывал, переходите. Мы сделали канал на Рутубе, на Ютубе, везде есть. Ассаламу алейкум, Башлам Хасхиет, Шугуш, Маран, Ждал, Обалдуэль, Масер, Исмаилов, ва алейкум ассаламу, рахматуллахи баракату, Масер, Адуэль, Маран, Шхобал. Взаимно, братья и сестры, я очень рад всех вас видеть. Вот, как говорится, все пучком. Сообщение пришло, говорит, посмотрите, здесь, говорит, Полина Гагарина что-то выложила видео. На месяц Рамадан все, походу, немного голодные из-за этого. Тихие, вопросов мало. Многие уже... Мы вчера... Да нет, подожди, что ты делаешь? Ай, какой-то неправильно ты показываешь. Нохчи чуадот штейп да дуй эккай тухум юкадуш. Дац. Нету. Сунгушам дац. Шацак айлах даца. Чертова, тебя и Башлам не любит. Камон кайлен ждите сейчас, хадерз ваш хильча шадек охчуваха индиц диеш мадат. Нет у вас секретности. Короче, занесло свое плечо. Не знаю, у меня все работает. Пока, по крайней мере, все работает. Вот. Айзан далса адуэл обеш мархабата. Аятин олдана богдиснек эзашка солдолил. Аллах дал си дуэль, дал духяхел. Огромная благодарность всем моим братьям, сестрам, кто поддерживает, так сказать, держится, помогает нашему каналу. Вот. Работаем, братья, работаем. Братья, сестры. Все, как говорится. У нас не может быть, вы поймите, не может быть каких-то инородных тайпов, которые не существуют в Чечне.
Тогда, если бы там были бы тейпы, несуществующие в Чечне, получилось бы, что мы не один народ. Вот. Это тот же самый народ, это часть нашего народа. Аух – это часть нашего народа, часть нашей Родины. Вот. А то, что его определенные власти определенное время присоединили, это ничего не меняется. Есть ли на сегодняшний день в Панкисе тейпы, которых нету в Чечне? Нету. Там все тейпы, которые точно так же есть, как и у нас. Есть ли в Сирии, в Израиле, в Турции, в Египте, где проживают чеченцы, есть ли тейпы, которых нету в Чечне? Нет, конечно, нету таких тейпов. Там такие же тейпы, что и у нас, хоть они эмигрировали, им пришлось уехать, и они были мухаджирами, уехали еще лет 200 тому назад фактически, уехали отсюда и поселились 180, 170, 180 лет тому назад, переехали и осели там, чтобы не попасть под влияние, так сказать, царской России, потому что пропаганда была разная. Вот. Поэтому зарождения новых тейпов у нас за пределами не было. Знаю несколько уховских нокой, они говорят, что они гендерно-некой. Нет, нек и гары это уже совсем другое. Но что у них нету отдельных тейпов, то это однозначно. Нигде человек, являющийся представителем ногчи народа, не может быть отдельно тейпов, если он сам не сочинил и не выдумал. Вот. Поэтому надо понимать это. Я думаю, что Харц Аббас, месяц Рамадан, священный месяц, черту не будет материться, ругаться, тем более заниматься этой ерундой. Что касается оскорблением или чем-либо, если вы пытаетесь заниматься политиканством, я вас прошу сразу уйти и в другом месте, как говорится, заниматься этим. Мне это не нужно. В историческом, географическом, этническом плане, касаемо нашего народа, нашей истории, мы можем с вами обсуждать. Вот. Дискуссию вести, запрос отправить, прямой эфир сделать не проблема. Вот. Поэтому здесь излишние вещи, думаю, что не стоит. Поэтому если... Ладно, давайте тогда я начну зачитывать следующий параграф. Я так смотрю, вопросов у вас нету. Давайте я тогда хотя бы немножко полезное зачитаю из книги Асана Бакаева. Раз у вас нет вопросов, тогда вы просто-напросто тихо, молча сидите, чтобы не терять время. Как вы знаете, каждая минута, каждая секунда для меня дороги. Все это не бесплатно для меня, по крайней мере, поэтому постараюсь с пользой провести. Башлам, ассаламу алейкум. Какие тейпы живут в Аухе? И вообще в Дагестане, это все чеченцы, которые живут в Аухе или как? Смотрите, ва алейкум ассалам Рамазоти. Смотрите, давайте вот так. Во-первых, до 40, 40 или 45, как минимум 50 тейпов. Все эти тейпы вам известны. Там есть тейпы, там есть Нохчмахкоевские тейпы, Чеберлоевские тейпы, Шароевские тейпы даже есть, проживают непосредственно в Аухе. В термин ауховцы входит больше понятий, больше тейпов. В
чем в тейп Эхкой. Эхкой тейп входит, если я не ошибаюсь, где-то 20 с лишним, думяцун тейп вообще в тухум Эхкой. Но в термин ауховцы входит намного больше. Ауховская местность, Аухо-Аметык, она намного шире. Это междуречие Терека и Сулака и до самого верха. Это более широкое понятие ауховцы, нежели чем там определенные количество, входящие только в Тухум Эхкой. Дацар 63 тейпов, Дацари. Насколько я знаю, последний раз, когда мы выставляли и делали список, 45 или 47 тейпов было аухи. Включая даже и мой тейп, который является Эхшбатвой. Зандхуай, Билтвай, Аларвай, Гендергнуай, Чунгурвай, Зогвай и много Парчхуай, Барчхуай, там много тейпов разных. Вот. Цуан Труай, который является Буэйсар Сайтиев. Зогва является Артур Битербиев. И вот таких тейпов очень много там. Поэтому только я взял книгу, начали задавать вопросы. Ладно, тогда буду отвечать на вопросы, если у вас. Территория ауховцев была намного больше, чем где проживали ауховцы, чем сейчас. Это сейчас она сокращена, и даже два из ауховских ахкетепов входят в Казбековский район. Навалакский район, в кавычках, и Казбековский район. А так, в основном, это были Ауховский район, Аухуай, Муахка, это включая междуречие Терека и Сулака. Ва алейкум ассалам. Больше пространства было, нежели чем сейчас. Говорят, не открывается твой эфир, Башлам. Не знаю, вы же видите, что я в эфире есть. Вы видите, что я здесь, я с вами. Ибраим, в Ютубе видно нас? В Ютубе идет эфир? Сколько человек в Ютубе, Ибраим? Я не знаю, вы есть, 16 человек в эфире здесь, по крайней мере. Сейчас у нашего центроевца спросим Ибраима, если есть в Ютубе эфир идет и сколько человек. Рамазоти, я вчера делал в эфир в Телеграме. Я не знаю. Да, у меня оба канала закрыты. Вполне возможно, не видно, потому что если они не подписаны, они не увидят. Если они не подписаны. А так, все есть в Ютубе. Да, в Ютубе есть. Ибраим, массу стаг Ютуб чуа, массу хаш. 35 человек в Ютубе смотрят нас, и плюс 14, 14-15, где-то 50 человек в общем мы собрались, любителей истории. Я футболку не купил, это мне подарили братья Адыги. Вот футболка, и сзади на спине, я не думаю, что будет видно, но здесь написано, нарисована гора и Башлам написано. Здесь такой адыгский флаг. Эту футболку мне подарили братья Адыги. Подарили футболку и подарили мне такой своеобразный донат. И книгу подарили. Вот. Дейресхил, Оша, Дейресхил. Сзади там гора и Башлам написано. Причем это не наклейки, а именно прошитые такие. Цвет мой любимый зеленый, как видите. Короче, братья сделали братский сгрев. Вот так вот. Дересхел.
Передай Моте, что я ее люблю, то. Хотишлуш и хазлуш. Да, каждая звезда, каждое количество их родов, обществ, которое входит в адыгский народ. Так и есть. Ва алейкум ассалам, Чуэченхо. Ва алейкум ассалам. Так. В каком перестала существовать Малая Кабара? В 1830-м здесь последняя карта. 1830 это вторая половина 19 века. Ну, земли Бек-Черкасский русским продал, читается в этот период. Там уже проживали чеченцы в Седахе. Ва алейкум ассалам братьям адыгам. Руслан Битоков. Всем салам. Шоу наш набрат. Дин Ахтан. Да, сегодня мы ездили за волшебной водой. Немножко прогулялись по красивым местам. Башлам за шейх Мансура Шабалу Адыги Ма Цахылла Туамбяш. Да, именно. Нет, не все, конечно же. Не все были, конечно же, за шейха Мансура. Тут большее количество поддерживало его, шейха Мансура. Не только они, нагайцы тоже. Башлам, некоторые нас обвиняют, что у нас национализм и так далее. Вот взять и звезд по количеству варов. Ведь у многих народов есть эти звезды, например, твоя футболка. Конечно же есть. У автохтонных народов есть все. Есть гары, общества свои, в которых ходит народ. Есть диалекты. Это не больше, не меньше. Это сегодняшняя Ингушетия или большая территория. Да, сегодня большая часть досталась им, к сожалению. Вот. Малая Кабарда. Башлам, если мы, чеченцы, признаем ингушей как отдельный народ, это не будет ли предательством в отношении к чеченцам, живущим на территории Ингушетии с нашей стороны? Ва алейкум ассалам. Да, братья адыги подогнали. Не знаю, будет ли это предательством, честно сказать, не могу сказать, что это будет предательством. Кто-то считает, кто-то не считает, кто-то просит, чтобы признали народом предательством. Но я думаю, каждый представитель знает прекрасно, к кому он относится. Даже если они проживают там, они знают глубоко в душе, понимают, что они являются, и кем они являются. Нохчи будет сан иштахаун. Вот. Кому-то это нравится или не нравится, бяхмабила шхейда шавушус. Вот кому-то нравится или не нравится, это их проблема, честно сказать. Но несмотря на то, что где бы ты ни проживаешь, в Америке, в Индии, в Китае, ты прекрасно знаешь, что ты представитель, к какому народу ты относишься. А остальное я же вчера вам зачитывал. Прямо в эфире ко мне приходили документы, присылал их мне наш брат из соседнего региона, который является представителем, живет он в Ингушетии, без всякого сомнения. Он из арстхоевцев, он скидывал документы,
по этим документам, которые существуют, и они прекрасно известны, написаны не бродягами, не какими-либо там разболтаями, разгильдяями, сказочниками. Там написано, кто есть мы, как есть мы и кем мы являемся. Мы некогда были единым народом, сегодня мы уже разделились, кому-то нравится это, кому-то не нравится это, но меня больше интересует, что является, конечно же, нашей историей. И кто-то, один из братьев задонатил, Окбеш Мархаба, Тадалса Адуэл, огромное спасибо, кто задонатил в этот священный месяц Рамадан. Пусть Аллах в 1000 раз преувеличит все, что у вас осталось. Далса Адуэл, Дал Обал Дуэл. Огромная благодарность всем, кто поддерживает нас донатами и поддержкой. Поэтому я ничего не вижу плохого. Когда-то территория, нынешняя северо-западная часть нашей родины, мы граничили только с братьями-адыгами, кабардинцами, часть адыгского народа. Вот. Это было, потом Бек Черкасский продал эти земли царской Российской империи, царской России. Туда уже были дальше уже подселены, переселяли туда на плоскостную территорию с гор, переселяли более воинственные, неспокойные общества нашего народа. Ну и само собой, после того, я так понимаю, вся проблема заключается в том, что во время фиксации, кем вы являетесь, люди называли не свой народ, а именно свое общество. Из-за этого, то есть тухумы, вот эти фратрии, которые были, из-за этого, к сожалению, начали фиксировать и говорить, что вот эти якобы отдельные, эти отдельные, но сейчас, минуточку. Постараюсь зачитать вам документы, которые он мне вчера скинул. Так, сейчас, чтобы было понятно. Ва алейкум ассалам. Так. Эти документы я не раз публиковал, конечно же. Я думаю, кому интересно, я еще раз опубликую. Это ответ на вопрос тем людям, будут ли нас считать предателями за то, что мы якобы здесь. Итого он скинул мне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 документов он мне скинул. Это вчера. Скоро день черкесского флага. От всей души поздравляю братьев-адыгов с этим праздником. Вот. Первый документ, который он мне скинул. Институт истории Академии наук СССР. Научно-исследовательский институт истории, языка и литературы при СНК ДАССР. Материалы по истории Дагестана и Чечни. Том 3, часть 1, 1801-1839. Том подготовлен к печати Грюнберг, Бушеевым. Вступительная статья Бушеева. Дагестанское государственное издательство, Махачкала, 1940 год. Документ. Зачитываю. Милостивый государь Александр Иванович, в ноябре месяце прошедшего года генерал-лейтенант Вильяминов дал разрешение преданным нам, я хочу, чтобы вы услышали, преданным нам, ингушам, делать нападение на деревни непокорных чеченцев-карабулаков, дабы тем заставить сих последних более заботиться об охране своего собственного имущества и, следовательно, через
то препятствовать им собираться большими партиями для грабежа в наших пределах. Ныне я получил донесение, что 8 числа прошедшего апреля ингуши под начальством прапорщика Берда Дударова отбили у жителей непокорной деревни Галгаев Таргим 200 баранов, коих генерал-лейтенант Вильяминов разрешил отдать в пользу Дударова и подтвердил продолжать нападение на мятежников, но с тем, чтобы отнюдь не было наносимо никакого вреда жителей тех селений, кое почитают мирными. Первый документ. Второй документ. Карабулаки по-ингушски, по-ингушски и по-чеченски Аштхвай называли часть чеченского племени, обитающего на Сунже. Я прошу заметить, обитающего на Сунже. Территория имеется в виду река Сунжа, что считается намного выше реки заселения. Это уже совсем другое. Здесь конкретно речь идет о каких местах? Называли чеченское племя, обитающее на Сунже, плоскости, верховьях реки Асса. Большая часть их вынуждена была выселиться в Турцию при царизме, и оставшиеся причислены были к ингушам. Башир Далгат, родовой быт чеченцев и ингушей в прошлом, 1935 год, страница 5. Второй документ. Третий документ. Собрались как-то все ингуши на Мехкеле в местности 3 крестов, Ходжерте, чтобы решить, кто же из них более высокого сословия, а кто более низкое. И постановили, что за убийство одного галгаевца следует убивать 2 вяппи. С подобной точки зрения вяпинцев, с подобной точки зрения на галгайцев, как далее высокого тейпа, приходилось встречаться среди вяппей, жителей селения Альгиты, которые называли горных ингушей народ Хамхвай, первыми среди ингушей. Жители селения Джейрах считают галгайцев более сильными по сравнению с вяппи племенем, но при этом признают этническую общность обеих групп, так как они люди одного языка, этнонимы и племенные названия Северного Кавказа 1973 года, Н.Г. Волкова. Так, следующий документ. По свидетельству Якоба Рейнингса 1780 года, ингушский язык отличается от языка карабулаков. Приняв в рассуждении язык, по справедливости можно заключить, что сии народы имели разные происхождения, ибо что ингуш говорит, того сосед его кист разделялся с ним одною только небольшою рекою, не разумеет, а оба они не могут отвечать карабулаку его языком. Последний документ. Кисты, галгаевцы, назрановцы, карабулаки, галашевцы, джираховцы, цоринцы, акку, мерджинцы, пшехоевцы, шапоти, шубуты, шатойцы, шаройцы, чеберлойцы и брагунские чеченцы, все они себя называют нахчи. Н.Ф. Дубровин, российский военный историк, академик, генерал-лейтенант, история войны владычества русских на Кавказе, том 1, книга 1, Санкт-Петербург, 1871 год, страница 368-366. Вот документы, которые следующие. Чеченцы называли акинцев, ингушей, карабулаков, чеченцы называли акинцев, ингушей, карабулаков, кистов, чеченцев и других. Чеченские племена сами себя, чеченцы, называли нахчи, то есть народ, и это имя относилось ко всем племенам, которые говорили на чеченском языке и его наречиях. Т.У. Межидова. Чеченские племена. Исторических трудах 19 века. Научный альманах номер 10-3/48. Главный редактор Т.М. Уляхин Тамбов. Консалтинговая компания Юкком. 2018 год. Страница 150. Вот такие документы. Вчера на телеграм-канале мы во время эфира мне скинули наши братья
соседнего региона. Считают ли они себя отдельными, считают ли они себя другими или нет, это ответ для каждого, думаю, что достаточно. Нет, конечно, исторически у нас были одни корни, мы относились к одному народу, но сейчас мы два региона, два субъекта федерации. И каждый, кто где бы они ни проживали, они могут себя считать разными. Бузуртана говорит, что Пешхой это ингуши. Ну, там у него и Эшбатовый тоже ингуши, там уже все, ты знаешь, маломальские, которые... Я уже ничего не удивляюсь. Конечно же, Пешхой является чистейшим исконным нохчи-тейпом, и никаких сомнений в этом нету. Я честно тебе скажу, Пешхой намного старше тейп, чем даже сам народ. Понятие, термин, даже понятие ингуши. Вот. И Пешхой, и Зумсуа, и Чанти, эти тейпы. В этом нету. Я честно тебе скажу, Пешхой намного старше тейп, чем даже сам народ. Понятие, термин, даже понятие ингуши. Вот. И Пешхой, и Зумсуа, и Чанти, эти тейпы. В этом нету. Я честно тебе скажу, Пешхой намного старше тейп, чем даже сам народ. Понятие, термин, даже понятие ингуши. Вот. И Пешхой, и Зумсуа, и Чанти, эти тейпы.
Ибраим, сухой шуй. Раз, два, три. Хей, шуйсо. Меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Во, Нормально во, слышно? başla. Нормально, хази? Если нормально не слышно, я могу в YouTube зайти просто. Да, дикай, что сумно. Ой. Я не знаю, опять почему-то, но видать из-за того, что VPN показывает другой адрес, выкидывать не оставляет он в Instagram. Определенное время можно там минут 30, наверное, посидеть, а дальше он выкидывает сразу, я не знаю почему. Надеюсь, все это, конечно, время пока найдут, пока услышат, пока заметят. Но качество как картинки нормально? Да, о ya, işte. İbrahim, o сохраните кевелерио. Asati na maya, ayu. Ю. Сунбаха, он меня выкинул просто-напросто. Постарайтесь снова зайти и не запускать туда. Поэтому я сразу написал в ленте, чтобы все перешли в Telegram или в YouTube. No soqita, sos, да, сразу вас, чує даром. Мгм. Ну, понемножку, наверное, здесь тоже люди подтянутся. В любом случае, надо время от времени туда заскакивать, чтобы люди не терялись и переходили. Для многих, конечно, очень сложно перейти на Telegram. Многие не знают. Вот видишь, я сегодня начал говорить, они говорят, что на Telegram тоже можно делать эфиры. Дружите с ними, вражду вы не осилите. Вахтанг. Вахтанг. Ну, что ж, продолжим. Всем ассаламу алейкум. Все, кто присоединился или кто продолжает смотреть. У нас мы проводили эфир уже почти что час. Проводили эфир на Инстаграм платформе для того, чтобы можно было оттуда своих подписчиков сюда позвать на резервном канале, но несмотря на это, через час где-то выкинуло нас оттуда автоматически, без всяких взломов, видать, блуждающий адрес не устраивает компанию Инстаграм, и нам пришлось вернуться на круги своя, но я надеюсь, многие, кто был там, потихонечку перешли просто-напросто на наш, так сказать, телеграм-канал. Для тех, кто многие не знают, точно так же у нас есть телеграм-бот, чат, или как он называется еще, где мы ведем дискуссию, закидываем различные картинки исторические, обсуждаем это. Тоже, кто подписан, может убедиться. И очень часто многие пишут, и мы общаемся. Даже знаменитый сказочник Д'Артаньян Ибраим, как у нас там ссылка на YouTube? Ибра, ссылка, в WhatsApp, ссылка на этот YouTube канал Хаятан сейчас просит, чтобы я скинул им YouTube ссылку Хорошо. по WhatsApp Хаятан. Вот, и даже великий
любитель фонемы F тоже заходит к нам на Telegram чат и начинает там нести свою ерунду про то, что он скоро-скоро вот накажет нас. Вот Русик тоже посещает. Ну, по крайней мере, он не отрицает, что он Руслан. Вот, но так. Все, ДРС, бля. Вот. И мы... Ну, смотри, 15 участников. О, красавчики, все. Добавляются в телеграм-канал. 15 участников добавилось к нам на телеграм. Прямой эфир. Ну, чтобы не сгладить. По крайней мере, их было 15, но один сейчас как-то слинял. И вот мы обсуждали... Сегодня мы зачитали в первой части. Это у нас была очень интересная тема. Сарматы и Дзудзуки. По книге непосредственно чеченского историка Хасана Бакаева. Я когда сказал, что давайте я продолжу, и может мы зачитаем еще один параграф, касающийся Дзудзуки в Причерноморье, ну почему-то многие начали сразу задавать вопросы, и я так понял, что многие хотят пообщаться в дискуссии, поговорить, нежели чем вот, нежели чем, конечно же, чтобы я зачитывал конкретно исторические с источниками материалы. Но в любом случае мы готовы говорить, вести дискуссию, дебаты, чаты работают. Все остальные материалы, как я продолжал, так и продолжаем. Мы загружаем. Трансляция у нас проводится на Фейсбуке, Одноклассниках, в Ютубе. Канал Рутуб тоже мы скинули. Так что подписывайтесь. Очень я прошу всех, кто более или менее такой прогрессивный, который проживает и в России, и за границей, наших подписчиков, всех я вас очень прошу. Есть новая платформа, как YouTube, только она называется Рутюб. R английская, Рутюб то же самое, как и YouTube, только спереди поставьте букву РУ. Есть платформа, и там вы вбиваете точно так же bashlam.39 live и найдете сразу там наш канал. Очень хорошая платформа, но это российская платформа. Если вдруг в будущем она действует, работает везде, и за границей, везде. То есть очень хорошая платформа. Еще не обоснованная, там нету никаких норнийцев, поэтому подключайтесь туда тоже. Сделайте, скачайте себе на телефон галочку Рутюб. Всем любителям, кто там фильмом там на российской платформе. Я не рекламирую ее, но там тоже у нас есть канал, и мы туда закидываем свои исторические данные. Где бы что бы ни произошло, мы максимально на всех каналах, на всем контенте распространяем нашу историю, распространяем нашу географию, точно так же нашу культуру везде. Не думайте, что мы не оставляем, по крайней мере, я с Ибраимом использую все площадки. ВК, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube, Рутуб, Telegram. Все, что есть, везде мы есть, везде мы печатаем, везде мы публикуем свои, копируем, публикуем свою историю, культуру, традиции и так далее и тому подобное, дабы чтобы наши потомки могли, зайдя на любую платформу, увидеть и наши прямые эфиры, увидеть и наши посты про нашу историю, точно так же поэзия наша для изучения, кто там хочет изучать наш. Ну и, конечно же, не без, вот, допустим, закидываю, я понимаю, что у нас в основном исторический паблик, но, несмотря на это, основном важные для нашего народа моменты, конечно, мы закидываем. Такие, допустим, как вчера я загрузил, я хочу еще раз поздравить наших спортсменов, молодых ребят, 5 золотых медалей принесли они нам в нашу копилку, наши Нохчи Берзлой по вольной борьбе, начиная от 50 килограммов и заканчивая 100 килограммов. Наши спортсмены показали великолепное, СКФО показали великолепное свой
свое мастерство в вольной борьбе и по нарастающей, как говорится, за эти 20 лет, пока в Чечне шла война, мы позиции в спорте, конечно, немножко утеряли в таких вот, но после сейчас уже, когда мы восстановились, уже восстанавливаемся, возрождаемся, и вот спортивные достижения у нас, конечно же, тоже возрастают. Дело в том, что мы не оставляем ни одну отрасль, это к тому, что мы и спорт, и историю, и культуру, все пытаемся как бы захватить, чтобы было интересно, чтобы понимали, вот кроме, честно сказать, вот политики, потому что любителей говорить на политические темы очень много, да, и Э, честно сказать, я не хочу никого не подставлять, не выводить, не заставлять людей, чтобы кто-то этот сказал, тот сказал, потом, а ты знаешь, что это сказали, то сказали, чтобы людям не было. Моя идея, вообще идея нашего канала заключается в том, чтобы у нас было единство среди нашего народа максимально, чтобы наш народ возрождался и ни в коем случае не делился, не дробился и не, тем самым не уничтожили себя сами, не считая того, что у нас внешние враги и их немало. Ибраим, валла ашура. Башлаем. Тут в чате пишут, Бузуртенов говорит, что не знает. Башлаем, аба. Так это же хорошо. Если он не знает меня, жалко, конечно, что подряд 2-3 года он говорил, там, называл мое имя и рассказывал, что я это сказал, то сказал. Пытался ответить, бедолага, на неудобные для меня вопросы. Я его тоже не знаю. Я его тоже не знаю. И нам, честно сказать, наплевать. Если это к тому, что заходит, ну, посмотрите в чат, наш бот, вы увидите, когда он заходит со своим 0.6 и начинает там нести ерунду, особенно про фонему F, про свой отдельный язык, и начинает каждому посту. Закину я про адыгов, он начинает говорить что-то обратное. Это вот наше галгаевское. Закину я про Новчи, он опять начинает. Закину я про осетинов что-нибудь, он опять начинает. То есть он в каждую тему, вот ему нужно зайти, то, что, и все, кто есть в этом нашем, я, честно сказать, удаляю его бред, чтобы люди его не посылали грубо. Но многие, кто находится в нашем телеграм-канале, прекрасно знают, что он заходит и несет. Я его несколько раз предупреждал и говорил, что вот свою деятельность, Руслан, прекращай здесь и хватит баламутить людей. Он начинает вот каждый раз вот с этих слов. Знает он, не знает, мне, честно сказать, наплевать. Что бы он ни говорил, любую ложь касаемо нашего народа, я его буду разоблачать. Кем бы он ни был, да хоть Юрий Гагарин, мне наплевать, честно. Руслан Бетико пишет, называет его как-нибудь по-другому. Битоков, наш брат Адыга, да, я понимаю, что он твой тезка, да, в принципе, ты знаешь, моего дядю тоже ныне покойный, да, Гештуацуна, тоже звали Руслан. Думаю, что это имя, конечно, недостойно этого человека, поэтому надо, да, нарнийский генерал, так и оставить его. Сейчас речь не о нем, но факт остается фактом. Вот. На чем мы еще остановились? Ибраим, сколько людей у нас сейчас в Ютубе? Потеряли мы? 33. 33, да? Вот хорошо. Значит, 2 человека только отсутствуют, остальные все на месте. Ну, хорошо, значит, не всех мы потеряли. Странно, Рамазотти говорил, что в Телеграме, когда будешь, бях-бях, и сам вышел, потерялся. Но ничего, сегодня мы немножко больше делаем формат, потому что два человека вчера задонатили, и у нас сегодня чуть-чуть мы можем побольше побыть в эфире. Если у вас есть вопросы, если есть пожелания, хотите посмотреть на карту или хотите книгу на любую тематику касаемо Хасана Бакаева, есть и другая, то, что Джамирзаева книга Салмана, которую мы тоже очень сильно используем, любим. То есть вы на ваше усмотрение, и Гумба, и все остальные книги, которые у нас есть, вы можете по вашему желанию, мы можем зачитать, вкратце рассказать вам касаемо этого. Все больше и больше, что мне самое главное хотелось сказать,
В книге Асана Бакаева отмечены все моменты, и самое интересное, она уже написана, мне не нужно менять формат слов, то есть у него уже не пишет он чеченцев в основном, он пишет уже нахчийцев. Мы знаем, да, уже 4 года тому назад было уже в Академии наук принято, что термин чеченцы, который был нам искусственно навязан, и который стал сегодня брендом, мы будем, конечно же, вот я ставлю боковой дефис, такой увидели, да, и пишу параллельно с ним нахчийцы вместо чеченцы. Почему? Потому что все ученые 19 века, когда царская Россия вступила с нами, уже началась конфронтация, начали боевые действия, и ученые, которые занимались нашей историей, они утверждают и говорят, что сами себе они не признавали название чеченцев, отселения чечен, аул или остальное там, или взявшие от осетины это название, кто-то говорит, взяли от черкесов название Шишан, от этого пошло. Но, несмотря на это, сами себя они называли нахчи. Поэтому нахчийцы, правильно термин, если говорить уже исторически, и этот этноним принадлежит нам уже на протяжении тысячи лет. Поэтому сами себя мы так называли. Я понимаю, что есть, да, более там древние, можно сейчас кто-то может сказать, давайте кистинцы, давайте дзурдзуки. Нет. Вы должны понимать, что это то же самое дзурдзуки, хистинцы, чеченцы, сасаны, цацаны, мичикизовцы, качкалыковцы, там, как бы ни называли. Эти все термины нас называли наши соседи. Как бы мы их не уважали, как бы их мы не ценили. Вот. Я поэтому уже пытаюсь, когда сегодня мы начинаем говорить, когда я разговаривал с адыгами, некоторые говорят кабардинцы, другие говорят черкесы там, и так далее. Я не называю их по названию так, как их называли царская Россия там, или более современными терминами. Я их не называю. Я их называю так, как они сами себя называли с древности, поскольку это автохтонный народ, наши соседи, наши братья, мусульмане, они называли себя адыгейцами, значит, это адыги. Вот. А какие у них внутренние там деления по обществам, остальное, это уже лично их дело. Мы нохчи, они адыги, и вот так должно быть у каждого, там, как называют себя осетины и так далее. Я не думаю, что осетины бы стали менять название от того, что мы их называем хири. Они же не будут хирийцами, правильно? Вот. И сюли не станут сюлинцами, или кумыки не станут гумкинцами там, из-за того, что мы их так называем. Ну, хотя мы являемся и заселились чуть на этих землях и жили здесь, и являемся автохтонным народом. Поэтому у каждого есть свое название. Когда я пишу каждый пост, публикую с картой, где там есть чеченцы или наши города отмечены, в основном фиксирую их, многие люди начинают, вот ты закидывают карты там, где есть нохчи, там чеченцы, нахчимахоец и так далее. Ну, всякое говорят. Я закидываю карту, на котором есть мой народ, который исторически подтвержден. Эта карта не липа, эти карты в основном они сделаны учеными, причем и заграничными, то есть зарубежными учеными сделаны, и арабскими, и турецкими, и местными российскими учеными. Эти карты есть в доступе, сделаны грузинами, армянами. Я их публикую, потому что это касается моего народа и нашей истории. И вот когда мне начинают там рассказывать, что вот я это делаю специально, нет, я это делаю не специально, убирая кого-то. Просто-напросто никто не виноват в том, что в это время вы не были народом, вы не были государством, и вас не считали вообще каким-то отдельным. В дальнейшем при дроблении, когда вы уже начали отпочковываться, каждый понемножку Кавказ начал меняться, это уже не моя проблема. Вы, каждый, можете там найти карту, где вы есть, и публиковаться, и публиковать ее. Моя цель – это моя история, моя география. Само собой, конечно же, мы будем публиковать, и я и публиковал, несмотря на то, что вся территория нашей Родины от Каспийского моря до Черного моря было написано Черкесия, я эту карту все равно публиковал. Потому что знаю, что в этот период определенно на этом кавказской части именно в основе своей знали один народ, и поэтому они записали, что по всей этой территории проживают. Ничего тут такого нету, ни оскорбительного, ничего нет. В разные периоды разные народы проживали. Но в основе своей, конечно же,
я пытаюсь более детализированную карту публиковать, и даже вот эта карта 1833 года, которую вы видели, она тоже есть, и по ней можно понять, где кто проживал. Вчера у нас в эфире были, я еще раз повторюсь, здесь в эфире были наши соседи, братья мусульмане кумыки, и мы тоже как бы вели дискуссию, он рассказывал недопонимание, которое есть среди их народа. Я объяснил, почему мы отвечаем на это, потому что люди, которые есть, которые знают свою историю, они понимают, что мы никого не пытаемся не оскорбить, не задеть, тем более у нас нету вот такого понятия, чтобы на чужое посягаться, на чужую историю посягать. Вот. А свое мы будем изучать. Ладно, если у вас есть вопросы, задавайте вопросы, мало ли. А то я, когда начинаю говорить и ухожу. Если вы хотите, чтобы зачитали, мы зачитаем. Но я думаю, на сегодня уже зачитывать вы уже не хотите, чтобы я зачитывал. О, бяхма вилаш, жарко все равно. Я человек, который очень любит холод, имеется в виду более северный человек, так сказать. Но я люблю холодные зимы с большим снегом, мороз. Имеется в виду, жару я хуже переношу, чем холод. Вот такая вот у нас, как говорится, каждому свое. Если есть вопросы касаемо, задавайте. Я, конечно же, отвечу. Да, огромная благодарность всем. У нас сегодня два человека, кажется, задонатили, да? 2 или 3 человека задонатили. Огромное им спасибо за поддержку, за то, что поддерживаете наш канал. Ибраим, есть там вопросы? Все, кто впервые подключился к Telegram трансляции, чтобы вы знали, здесь можно, вот есть микрофон, отправляйте запрос, я всех принимаю. Вот там красное сейчас стоит, 2 человека отправили запрос, и я их принимаю, они могут говорить. Так что, если у вас есть вопрос, вы можете говорить. Даже вас, если вы хотите, вы можете даже подключиться, и вас тоже будет видно. Ибраим делал так несколько раз. Да, Ибраим? Уивар, пока вопрос, да, они между собой общаются. Но ногти уса один. Ибрагим, есть вопрос Бахцу. Дязичана, а я думаю. Угу. Если есть вопросы, конечно же, ответим. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Hoşlar, Вистер Мегадери. Мегарду дерес. Я специально и даю дискуссию. Hoşlar, скорее всего, вопрос, да, скорее всего. Уточнение, да? Угу. А можно я сначала выскажусь, потом Да, конечно. Ахиду. Дело в том, что ты согласен, что ни один тейп у нас не сохранился до сегодняшнего времени самостоятельно, без помощи других тейпов в политическом, военном, Конечно, экономическом и согласен моральном полностью. плане. Абсолютно Ни верно. один тейп не выжил Верно. до сегодняшнего дня. Мы знаем, какие у нас были в средние века понятия: нападать, отобрать кого-то. Правильно? Были нападения
широкомасштабные. Ну, ученые, Это Хаджи, ученые говорят, что вот это резкое нападение и угон, это все у нас не, я началось сейчас, только слушай, бас, со времен сахала весь татаро-монгол. Мгм. То есть были нападения локальные на отдельных тайпов. Были также и масштабные. Это Монголия, Тимурлан и так далее. Мгм. Согласен, да? Мгм. Вот, например, да, осенью, когда собирали Ялтлау Шаю, Юрия, например, были даже, говорят, моменты, что нападали на отдельных тайпов. И тот же момент они сразу включали сигнал в те времена, сигнал счастья, огонь, там, дым, Мгм. и сразу подключались другие тайпы. Ну, и вот что я хочу сказать, то и после таких фактов э, такой независим от генеалогии или каких-либо обстоятельств, мелкий сепаратизм, да, он и отдельных тейпов или часть этих тейпов, это вообще да, нелогично. Вот согласен? Кошмар. Мгм. Кошмар. То есть выжили до сегодняшнего дня те тейпы благодаря да, чеченским тейпам или тухопам целиком народу. Это босс. И вдруг отделяться да, каких-то часть тейпов, это вообще нелогично. Это обошла. Да, я, конечно, да. Не знаю, не что обошла, а критика. Хорошо, смотрите. Я хочу объяснить немножко исторически, как все это было задействовано. Для локальных нападений, во время локальных нападений были созданы, вот как раз мы и говорим, вот эти военно-экономические социальные союзы, которые назывались Тухумы. То есть использовалась не вся территория, сигнальные огни зажигались не во время локальных нападений там, или ссор между собой. Они именно вот эти башенные комплексы, которые находились у нас на самых высоких частях горных хребтах, зажигались при нападении общего врага, то есть на обширные нападения. Не один тейп и общество нападения вообще в целом. Для этого были объединенные тейпы, которые проживали на вот эти 9 тукумов, которые проживали у нас в основном на фратриях, то есть на окраинах, где могли напасть. А 10 тейпов, которые не входили ни в какие союзы, такие как Нашхуай, примерно я говорю, Мулхуай, Пешхуай, вот они, вот эти тейпы мне задаются вопросы, вот почему вот мы не входили, каждый Чанти, Чинхуай, почему мы не входили? Потому что они были по своей природе, во-первых, самодостаточные, то есть большие тейпы были. Во-вторых, они не нуждались, потому что военные действия как таковой до них не доходили. В основном нападения делали не вглубь страны, как таковой, в горы вглубь, кроме как Тамерлана, а делали по окраинам, там, где проживали, там, допустим, граничили там, Мелхи, Уарстхуай, Чеберлуай, Шарвай, Шатуай, то есть те, которые более оголенные были. Поэтому не всем это. Вот они уже объединялись, потому что они жили в одной местности, они считались братьями, кто-то больше, почему? Потому что выдавали замуж и укреплялись таким образом. Вот так было создано Варш Олцарах, Тухумш Олцанах, они были вот районными. Вот, допустим, Гудермесский район. Любая паника пройдет, все гудермесцы собирались вместе. Или Веденский, или Нажиртовский район. Как сегодня это уже районы. Раньше это вот были непосредственно области, в которых проживали тот или иной То варяг. есть самостоятельно ни Да, одно но тейп они снова же, не стоит забывать, это были локальные. То есть небольшие, кто-то нападает, допустим, Сюли нападают, или Газгунки нападают, Маслабах Асам, или какой-то внешний. Если это могли справиться каким-то вот локальным районом, допустим, районным центром, то туда не использовались эти сигнальные башни, которые... Но если враг был Ну, смотря агрессивный, какая угроза. да, если враг был агрессивным, такие как татаро-монголы,
примерно, или Тамерланг, или там, допустим, хазары и так далее, вот тогда уже использовалась непосредственно сигнальная башня. Теперь уже возвращаясь к тому вопросу, выживали ли тейпы сами и могли ли они существовать. В этом По плане, моему конечно же, мнению, нет. однозначно мы можем сказать, что ни один тейп как таковой не мог выжить один. Несмотря на все свое, как бы, что бы ни было, каким бы он был большим не Да. был. Наша выживаемость всегда заключалась в взаимовыручке, то есть когда мы помогали, когда мы были единым целым. М, А только таким образом мы могли выжить в той среде, которая... Ну да и все, не только мы. Вы не забывайте, что откуда появилась там Германия, Испания, Франция. Вы же знаете, что это все дети Карла Великого. Когда-то м, это было одно государство, но потом оно разделилось. Сегодня, если ты скажешь, вот вы немцы, грубо говоря, итальянцы или испанцы, вот вы были, у вас отец был един, ну там уже черт ногу сломит. Никогда в жизни не сел, мы стоим, мы древние. Но все же мы не такой большой народ, чтобы мы так говорили. Хотя, в принципе, на Кавказе мы считаемся большим народом. А так мы никогда в жизни внутренний сепаратизм у нас и был почему? А, почему мы начали, мы же не ушли там, в Нашху, там, Галаншатой и Тумкали, в Шарой жили там. Мы когда начали уже опять восстанавливаться, мы начали на свои плодородные земли спускаться и при Каспию, там, где Урсы, и дальше до самого Каспийского моря. С северной стороны до самого Терека и Затери мы граничили с Нагайцами. Западная м, часть это до Майпорды, с адыгами мы граничили. С этой стороны до самого Дарьяльского ущелья. В м, дальнейшем, после того, как начали становиться, ну и были, как мы знаем, шелковый путь проходил по нашей территории. Мы знаем о том, что каждый, когда переходили каждый определенный участок, нужно было за проход платить. И некоторые общества, которые были более крупными, они экономически состоялись. А там, где есть демократия, я вам объясню сейчас одну тему. Там, где есть демократия, военная демократия, то ты не можешь быть круче других. Ты должен быть равным среди равных. Понимаешь? мгм, А мгм, когда тебе не нравится этот союз, ты начинаешь выеживаться и пытаешься выйти из этого союза. И само мгм, собой, когда ты выходишь, тебе могут надавать по шапке. И ты бежишь к другому сюзерену, который бы ему подчиниться, но и получить свое самостоятельное, как бы тебе это объяснить, получить свою независимость. Понимаешь, о чем я говорю? мгм, А в этом плане у чеченцев никто не откололся. Никто. Ни ауховцы, никто. Даже те новчие, которые Майстуай, Хельдеруай, Дишни, Мелхи, Ируай, которые ушли в Панкисе, они никогда не теряли связь со своей исторической родиной. Хотя между нами мгм, нету общей границы, они не граничат с Чечней. То есть они чуть-чуть панкийские новчи проживают чуть глубже. Понимаешь? А мгм, тушины, которых я сейчас недавно делал пост, одно из обществ тушинов является чисто новчийским. Поэтому говорили, пшавы, тушины, хевсуры, они близко родственны, сваны, они родственны к нам. Еще буквально до 14-15 века мы были одним единым целым. мгм. И поэтому и ДНК показывает, что швейцане был. Не все. Но, несмотря на это, когда я еще буквально Основная 2 года часть. тому назад начал публиковать эти тейповые ДНК, со мной вышел на связь один Тушин и начал говорить, да мы с вами воевали, да я грузин, да я не ногчи там и так далее и тому подобное. Когда я начал ему объяснять, ты можешь быть хоть пигмеем, я не против, я не говорю, что ты нет, что ты там чеченец Мацабаяс, я говорю исторической общности и ДНК, да, говорит, но это у нас совпадает. Ну так же не может быть. Одно ДНК, а вот ты одно и то же ДНК показывают близкие родственные отношения, а грузинские ДНК, которые с нами граничат, показывают фактически одно и то же, что и у нас. В основном, я не говорю, что все.
Это говорит о том, что общность была. Но сегодня они грузины, они христиане, они христианизировались, там, стали, они живут отдельно, мы живем отдельно. А в общем, когда ты смотришь культурное наследие, башенные комплексы, какие-то адаты, они совпадают. Да, мы утеряли в меру своей исламизации некоторые вот эти языческие культы, которые были. Мы их утеряли. Почему? Потому что у нас была постепенно исламизация усиливалась. И плюс имам Шамиль, который в конце концов хотел Религиозный сделать фактор. шариатское государство. Но несмотря на это, внутреннего сепаратизма, отделения у нас не было как такового. Вот и до 17 века, когда было последнее собрание Мехкел, в котором собрались шатойцы, галгаевцы, уже галгаевцы, имеется в виду уже ингуши, и ченты, кажется, там было сказано. Кажется, ченты. Да, вот 3 общества собрались. Это был последний Мехкел. Я больше доверяю вот именно этому. Я понимаю, что это полевой материал. Они собрались, и было принято решение. Вы с народом, шатоевцы сразу сказали, мы не отделяемся, мы есть часть Нохчи народа. Ченты сказали то же самое, а ингуши сказали, галгаевцы сказали, нет, мы отдельно. Мы хотим отдельно. И вот так с тех пор, это уже считается 1700 год, это последнее время, когда после этого там они уже начинают, у них в 770-м, 58 году, то есть это 18 век, они начинают уже договариваться, то с Бейбулатом Таймиевым и с кабардинцами, адыгами они договорились, если они примут ислам, им позволили там поселиться на назрановских землях, потом они отказываются от этого договора с нами, заключают договор с царской Россией. Царская Россия, конечно, даже в этом плане, не про всех идет речь, там определенные люди заключали. Там, вот документ, который я сегодня зачитал, там же говорится, что ингуши нападение делали на галгаевцев и отогнали у них 200 баранов. И их оставили ингушам. Ингуши напали на галгаевцев. Из этого документа уже видно, что галгаевцы в то время это отдельное общество. Нохчи, Карабулаки тоже отдельно они уже там считают. Это же говорит о многом, чтобы человек понимал. Здесь нету противника, мы не противники, ни ингушей, не противники никому. Но история так фиксирует. Они отделились, после этого они сперва с нами заключают, с кабардинскими князьями заключают договор, потом уже с ними, и дальше уже идет их уже там полевые материалы, что с горных частей их начинают потихоньку спускать. Точно так же спускают наших экки, которые потихоньку с Уарстхуа начинают по этой гряде спускаться. Почему? Потому что в горных районах всегда процветал сепаратизм. Но это закончилось все в 1900. Как закончилось? Все это закончилось во время депортации. Уже в 20 веке. До этого времени горная часть всегда была очагом сопротивления. Всегда были обреки. Всегда они уходили, если что-то не согласно, воевали. И чтобы этого не было, и контролировать было их проще, их спускали на плодородные земли, на плоскостной территории. Они, вот это природное оружие, которое было у Нохчи народа, оно иссякало. На полях, где большие территории, ты посмотри, где наши, это уже за Сунжей, это уже левая сторона Сунжинской линии, это Бено-юрт, Аэль-юрт, Ломаз-юрт, Знаменг, Чург-юрт, Нойри. Эти все земли, они же на открытом месте. Ты там не сможешь воевать, даже если захочешь. А это для там, где открытое поле, окружить, наказать, кого убить, если что-либо сразу можно остановить, понимаешь? А в горной части, где каждое ущелье ты засел, знаешь каждую пещеру, это не так просто было. Поэтому пытались выкурить. Выкуривали всех, без исключения. Начиная от чеберлоевцев, шароевцев, и тумкалинцев, галанчошцев, шатоевцев, хотели всех. Но шатойцы это больше всех продержались. И сегодня наиболее заселенный район это Шатойский район. Шаройский район на всю свою, несмотря на то, что он большой, весь Шаройский район это 5000-7000 человек. 5000-7000 человек, весь район.
Это даже не одно село. Со Берткела, со Хавиалул юрта, оно является уже, если я не ошибаюсь, до 15 тысяч. Берткел. А есть села, которые Урус-Мартан 25-30 тысяч, Шали 50-60 тысяч. Уже, они-то города сейчас уже ставят. Но я имею в виду, что по сравнению с ними. В Итумкали население 7 тысяч или 5 тысяч тоже в целом районе. В Галанчорском и того меньше. В Шатойском районе все горные части нашей родины, все горные части, там проживает население 100 тысяч человек. Все в горной Чечне. А население в Чечне 1,5 миллиона. И где проживают остальные 1 400 000? Само собой, на плоскостной территории. Вот это политика, которая была с тех пор. Но сейчас уже наша власть настолько лояльно относится. Мы всегда болтали и говорили, да, конечно же, никто вам не позволит прямо сесть на границе, там, где есть определенная кордонная линия с Грузией, там, погранзастава ФСБ. Этого, конечно, даже ее сократили, в прошлом году, кажется, председатель парламента встречался, сократили еще на 5 километров вглубь, оттолкнули их. То есть расширили границу, куда можно без паспорта поехать, возрождать свои башни, заниматься крупным рогатым, мелким рогатым скотом, мед и так далее и тому подобное. Дали возможность. Раньше возникали, что а теперь говорят всем, возвращайтесь, стройте, не идут. А почему не идут? Потому что условия суровые, ситуация другая, понимаешь? Интернет там другой, воду надо носить, там канализация, все остальное. Там выживают только сильнейшие в горах. Это не языком болтать, сел здесь на диване герой, диванный герой и болтать все, что хочешь делать. В горах не так все легко, очень сложно. Вставать с петухами, и зима приходит намного раньше, снег выпадает, что даже не можешь на равнину уехать. Ищ ситуацию сега. Вот из-за этой. Поэтому никогда ни один тейп не обходился. Вот я же рассказывал. Я поехал в Чеберлоевский район. Сейчас он-то не Чеберлоевский, он сейчас считается Веденский, кажется. Инозавитовский район там. Ну, и часть уходит. Чеберлоевский район, я называю по-старому. Вот поехал, и вот все, что там рассказывают, что мы не сказали, до шара, они про шаройцев рассказывают. Потом я поехал в Шаройский район. У них что они скажут, Чеберло. А эти два района, они рядом, и само собой, одни из самых древних диалектов у чеберлоевцев и шароевцев. Самые древние диалекты у них, которые сохранились. Но сегодня и считается еще в Понтисе, тоже считается одним из древних диалектов наших чеченского нового языка. Вот. И так про каждый район. В Итумкали это Галанчож, Шатой это там даже, в принципе, про Итумкали. И вот так каждый, про соседей своих. Сами не выживали. Даже во времена имама Шамиля я рассказывал нападение, когда ченти выбивали наибов, сюли выбивали. Они побежали к шаройцам в надежде, что шаройцы там чуть больше проживали сюли. Они думали, вот часть ченти они отразят вместе с шаройцами. А что сделали шаройцы? Вместо того, чтобы помочь им, они присоединились к чантийцам и сюли лягкин царь, наиб сюли. Вот как поступили шаройцы вместе со своими братьями. Почему? Потому что гнет, они уже устали от этого гнета. Устали от этого вандализма, вакханалии, который творили некоторые наибы. Да, Шамиль, может, этого и не хотел, но, извини меня, сразу с наскока приехать и горные части, которые всегда во время Алан, Хазар, монголов всегда были независимы, пришел Шамиль и раз все принять. Несмотря на то, что да, его окружали самые воинственные ичкерийские общества, шатойские общества, потому что лечили-то Шамиля где? Сперва в Ичкерии, потом в Шатое. В Шатое его лечили. Его любимым наибом, одним из самых любимых наибом был Батуков Пхамтоевский. Тайп Пхамтово, Шатоевец вож. Хотя местные его не любили за то, что он был наибом имама Шамиля. А имамом Чечни его сделали вообще в Урус-Мартане.
Так что здесь нету виновных в том, что это вот восточные такие нет. Здесь одна родина, и мы один народ. И внутреннего сепаратизма ни в коем случае нельзя допускать. Ни в коем случае нельзя допускать. Благо, кто-то был поумнее, и сегодня у нас Цуантруа есть не только на востоке, центроевцы, они есть на самом западе, Очхой-Мартане. Точно так же, там же есть и Чэнти, и Чинхуай, и Зумсуай, и Тумсуай, и Эхки, Пешхуай, Ируай. Но точно так же они есть и в Шатойском, и в Аргуне, и в этой области. И нельзя друг друга. И вот этот, когда начинают там говорить о каких-то созданиях, о общественных организациях, я не противник то, что вы создаете какие-то тейповые общественные организации. И никогда не было этим. Я за демократизацию внутри нашего народа. Я за. Но каждый должен понимать. Я знаю, я был на многих собраниях. Я был на собраниях разных тейпов. Смотрел, как что. Когда вот это начинается, астхаюер, тхабияцергер, тхапетроглиф югер, тхабаунтяю, яце. Тха нету. Нету. Тха это твоя жена. Тха это твоя мама, твой отец. Никто не оспаривает. Да, они твои по крови, но они часть одного народа. И только когда тейп начинает говорить «ассотхо отдельно буоле», все. Считай, это общество уже на погибель идет. Ассаламу алейкум. Валикум салам. И самое интересное, что самое интересное в этой ситуации, заметьте, в принципе, все вокруг знают, кто есть кто. Все знают, какие общества к кому относятся. Но несмотря на это, целенаправленно сегодня отбиваются у нас кто? Чунгрой, Уайгар Хабовшму, Сюлиш. Некоторые, и уже не говоря уже о территории сейчас, у нас уже тейпни, что он дают. Хокка уже пешхуай галгахила, эшбар галгахила, шуануай галгахила, кибеш галгахила. Подождите. А кто вам дает? Кто вам дал? Сам по сути тейп пешхуай намного старше даже всего народа. Вот название даже тех людей, которые начинают говорить, что они являются такими. Или там другие. Мулкуай. Древний тейп. Галай. Древний тейп. Садуай. Древний тейп. Варандуай. Древний тейп. Нашвай. Древний тейп. Уарсуай. Древний тейп. Гунуай. Древний тейп. Есть более древние, есть более молодые. Молодые произошли от древних по мере своего разрастания. Но не нужно это считать за оскорбление, не нужно от этого обижаться, делиться. Отдельно ты не спросишь, у них половина республики, они все называют свое. Почему? Потому что киги больше, потому что сказочники. Среди нашего народа тоже они есть. Ажал ер войбу, ер цербу. Мадья питан. Не заставляй своих детей завтра, послезавтра. Это уже может закончиться убийством друг друга. Много таких ситуаций было. Да, вырос определенном но у каждого представителя исконно ногчи тейпа, у каждого есть своя гора. Эхкиши шейлам ничто. Лам эхки юкбо. Сега дукка лам ничто це. Чэнти шейбу, шаруй, шатой. Масир шей шейлам ничто. Ой, туэш мадуш. Туэш душ. Но безразличие, когда появляется, аухуаем. Вот я же говорю, у меня много раз возникала проблема. У меня эхкой сюйлю бац, эти Дагестанер, эхкой сюйлю бац. Бац, адени атхилак, бац. Хобаран был просто-напросто. Иши лахти ашу. Но, гаска айдалва иш мадина, иши баба, она сюйлю почал кушан, сюйлю шандабелла. Цан целук шандабеллаш. خود ایر وقت شنا حدا نانت ایر داخت شنا کزاستانی تیر دان انا تیر داخل داجیلو. بیت
возникает между нами сепаратизм. Почему? Потому что среди них появляется тоже такой Чингачгук. Они пытаются, вот этим воспользуются некоторые силы и говорят, ага, а мухи тардарван гюржи шапан кися ашбол кистенша иш нохчи бац иш тха гюржи буач мухи тардарван. Иордане урдомахка ашбол нохчи церпач алхо хош уже нохчи бац мухаджиш была хош тха арбой буач мухи тардарван и так далее. А турки так и делают. Турки так и пользуются этим моментом. Они говорят, там прожил определенно все, а тураку. Царь нохчи у жизни эрдатхом. Они делают все, чтобы тебя ассимилировать, а после ассимиляции все, у тебя ты будешь знать, что у тебя 10-й отец был адыгейцем или ногчи, но сейчас ты турок, все. Потому что ко мне на связь выходили ногчи, но Юаэр, она меня проклинала за то, что я написал статью про Ататюрка. О, дикста говори, тхада хуня, цугайна тханохчи дар, тхада цун улля варбош, Ататюрк хрящу, а я дейл не ацерек, дейл мостагаю и. И вот такие вот вещи происходят. Они самые, даже вы националист, боются хаун, царь больше ах националист дацвай. Ну царь кур, царь гадарж додер, царь пачак додер, а суна националист ол, хунд ол, сун сай нохшик ам диездери. Или сунсай истории ездили. Вот в этом и есть разница. Допускать ни в коем случае ху от ламбала хадуния тикал дала бехарбусу бадош ши нохчал бицадиз. وهي نقطة هي وشوا يكيبنش هي كده هي واسمها وين شيء قلت عيش مئتي تجين وقت ده يقعد وداود если бы свор сера уахин похчувальчин хоране по $1000 $100 луч совал хари со милч аудитории создать я телеграм я ютуб я рутуб я 1000 адмашхадерой 1000 а это для тех кто думает для будущего для наших детей, для нашей истории, культуры, чтобы мы не теряли свои корни. Конечно, такие как я и такие как вы, которые в 2 часа ночи, которые будут изучать свою историю, знать свои тейпы, географию, им не нужны. Чем меньше таких, как мы будем, тем проще им будет управлять. Они скажут, вы шум чеченч, бар шум, хошдар. Нас надо сделать космополитами, нас надо сделать европеоидами, все что угодно сделать. Но ногчихил мегардать. Хунду мегардать. Ха ногчу махалля, ногчу гилклилур дуа, ха цанна килло хирият, ха цанна муат биач лиларият, ха лейси сан лиларият, ха лоққаг хирият, ха это. Ха хақи жиж дукш лиларват, ха тадмаш милуш лиларват, ха аптеш наркоман хирват. А ишадик лилу что هون حي نقشل ديت اللي خلا هاي يوم دقداي أنا حي موق حي قام حي شادك ديست حي لعسول چون دوري عماري نيجري دوري عن الغاز كبير طريقة دوري هم بيه باش دات حالي لريو دين تو كريستي تصدق تو دين تيجي عن ميكش دري бош حالي لريو. То есть, Нексон, сегодня мы не будем ой, ногчи цегули, ой, все равно хана или авар чхедуй или тюрк чхедуй, одним словом, ну, и что такое? Он цеяхнер день тайп на штук таган цер махкадисин, цер мат амин. По ДНК массу ученых, ой, ногчи ученых, что дать шун бош ляча, ага, хотцер цены до бош аш буква. А цеях каляц бук цига аш нахтаниш. То есть, получается, наши соседи подбирают то, что от нас осталось. Там. Да, а мы постепенно Они очень просто делают. Царь цанла ацала шезудри царь гмарило. Так, само собой, царь царь бизнес киек забор яшхан шеймата. И все, царь морзбук цермат, и все. Вот все равно приходится... Это и есть культур бош, вот это как раз таки есть способы для того, чтобы
полностью вот убрать свою национальную идентичность. Да, да, другие объединяются, подбирая чужое, В а мы советское наоборот, время, там, я не противник, я снова же говорю, чтобы знали, вот по историческим, все, кто советского периода знают, была вот такая идея у нас, а, всеобщая идея, которая очень сильно ценилась, когда особенно женились. Это началось даже не столько чеченским женщинам, которые, если они выйдут замуж за русских, казахов, татаров, без разницы, в Казахстане замуж за другую национальность, им позволялось передвигаться в любую территорию Казахстана, если она выйдет замуж за другого. Интернационализм. Есть этот документ. Позволялось, если она выходит замуж за другого. А если не выходит и выходит только за своего, запрещено. Срок, тюрьма за передвижение по одной территории Казахстана. С одного села в другое. Мы это знаем. А интернационал, почему? В понятие интернационализм входило казах за киргиза, киргиз за узбека, тот за русского, тот за украинца, потому что не было никакой национальной идентичности. Тогда твои дети, понимаешь, получается, опять же, я не противник этого конкретного, но я противник того, чтобы мы утеряли свою идентичность. Я вот много раз рассказывал, когда возвращались с депортации, наши отцы, дедушки падали, целовали землю, на которой они жили. 13 лет. Несмотря на это, тайна, кайлах, цебошбешхала, абаргшбер, лямнишка, адальвачхала, сколько их было. Отдавали своих детей кумыкам, андийцам. Они говорили, если мы умрем, пусть хотя бы наши дети останутся. Не знали, неизвестность уезжали. Отдавали, андийцам отдавали, кумыкам отдавали. Особенно если где-то рядом жили, те брали. Так, понял, Башлам. Вопрос теперь. Башлам, дырызгал. Масанху. Бакаев не разъясняет там, вот Алгай, это понятно. Кто такие ингуши тогда? Ингуши это от названия, от селения же, он же тебе не рассказывал. Есть же отселение ангуш. Ангуш? Да, ангуштовцы они назывались. Просто произношение не понравилось им, и вот русским было трудно, далее они им ингуши назвали. Отселение ангушт. А нас начали называть, они же и многие некоторые ученые, отселение Чечен-Аул. Чечен-Аул селений было несколько. И насколько я знаю, их было то ли 3, то ли 4. Причем селение Чечен-Аул есть под Нальчиком даже. Кабардино-Балкарии. Есть карта, я показывал. Мне, как объяснили наши братья адыги, черкесы, они говорят, что там был некий князь у них чеченов. И вот он основал это селение. Ну, так мне объяснили. Ну, я про что говорю вообще? Чечен-аулов было несколько. Не только тот, который на реке, вот сейчас старый Чечен-аул. И я выходит, выходит, что Ангушт, он же географически, вот, Осетия, да, вот пригородный район. Да, да. А Галгай, они вот Джайраховский, да, район? По реке Ассе. Ну, говорят, что они переселились, есть источники, что они переселились с Аргуна, Аргунский ущелье, Хабяхкин, Махошин, Бахцар, Асад. Многим это не нравится, но есть ссылки, где они говорят, что моду, да. Ну, потом уже... Дуасом, ингуши же тоже чеченцы, фактически. Ну, в смысле, происхождение. Это не понравится? Нет. Но... Нет, ингуши не чеченцы. Да. Ингуши появились позже, чем понятие чеченцы. То есть галгаевцы бы, я бы сказал, что они чеченцы, а вот ингуши не чеченцы. Я могу пояснить, почему я так считаю. Значит, потому они что к осетинам больше отношения имеют. Они, значит, к осетинам больше
хорошие отношения имеют, да? Нет, там дело не в осетинах. Я этого не буду говорить, это их личное дело. Просто галгаи, они старше, намного старше, чем ингуши. Намного. Понятие ингуши появилось намного позже, как и понятие чеченцы тоже. Галга уайхила, а вот асбамубах уайхинца нохчичуаха саюрта тайп галгаду кома нохчибу. Есть такие. Да. И не только в моем селении, в Киешме, это цен нохчибу, цахамдат, цардат, нохчибу, шабошбу. Саванюк, а разница, одна кровь, один язык, все одно. Я говорю то, что на нашей территории, сразу мои подписчики и слушатели, я Не, говорю я только имею в виду вот вот. А что Ангушт, касается короче, вот вот это дальше, село Ангушт, вот жители этого Ангушта коренные, в смысле, вот, они, ну, происхождением не из нас, одним словом, да? почему? Я думаю, что все, короче, все мы когда-то были одни предки у нас были. Брюсли, я честно сказать, не хочу я не хочу туда влазить. Это неблагодарное дело. Астаэлдом, он все равно это воспринимает. Я считаю нас одним народом. Когда-то мы были одним народом. Сейчас мы разные. И нам лучше разбираться в своих проблемах, а не обсуждать их проблемы и кто они. Они не хотят. А война, Ну, Брюсли, башла, яхуна, башла. ясуна, ща чего-то, никогда в жизни войн эвазу уештать. Ну, как я Нохчо понял, хуламанов, that's it. они, как я понял, из-за религиозного фактора, они Некоторые говорят из-за раньше религиозного еще фактора, некоторые говорят, у каждого, некоторые говорят из-за культурного. держали ту сторону, Видишь, они сейчас пытаются все не с религиозной точки зрения сказать, они сейчас все хотят указать, что типа культурный кластер был разным, мы были SD, а все, кто не SD, ушли и создали чеченский народ Баца. То есть Ну, они и говорят, мы сказки, были что более SD. культурными, а вы были более некультурными. Вы ушли, соединились более восточными, там, с Сюлей, с нагайцами, и вы вот стали таким народом. А мы были SD, а вот мы остались такими, как мы были изначально. Это, конечно, полная ерунда. Там вопрос Не, не SD, я не за это все эту, я фигня. за эту ерунду, я Вестингл вообще у не нас говорю. есть, как было и есть, и остается. Они смешались с западными более обществами. Мы смешались, если говорить о каких-то браках. Хабали наш бьются у нас. Смешались я только в этом понятии. Сразу прошу не путать. Мы более бусу бубоша دقيق صحيح نبضات أشخاص يلي لقدي عسيا كيرتا أخش حيال ويا دوق تبالنا Не, سارة دعبة меня وتنا выслушай, башла, хозяин, меня выслушай. Я имею в виду вот Ангушт, короче, да, они же вот нападали на Галгаев, на Карбулаков, ну, на ближних, короче, да, соседей? Так говорится вот в истории. Да. Выходит, что те уже первыми, короче, вот так вот считали себя, как говорится, везде, и как бы нападали на Галгаев и на Карбулаков, и постепенно Галгаев тоже уже после царской России к себе как бы, короче, потянули. Но они же спускались на плоскостную территорию. А после того, как спускались на плоскостную территорию, там уже все заканчивалось. Почему? В горах ты еще мог отдельно быть. А здесь общий в одном селе, чтобы ты понимал, Галгай была, Мюш Балахинс, допустим, если бы ты жил в горной части, ты бы все-таки вот это Ассохырдара, там ты можешь выжить в своей среде, в своем селе, Шахарела, а на плоскостной территории это не прокатит. Почему? Во-первых, людей больше, территории тоже больше, и тебе нужно взаимодействовать. Если твой клан большой, допустим, как некоторые фамилии у них,
Царь Гумацаош духоелцен. Многие знают, мне сказали. Мальсаговый, даккай тайп, ну что ж. Аздоевый, даккай духцера фамилия. Евлоевый, одни из самых больших. Мальсаговый, Евлоевый и еще какие-то, я царь фамилия. Это те, которых у них больше всех там фамилии большие. Гарнаш, Рада и Аздоева, кажется, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, точно не знаю. Вот с ними уже по-другому. Поэтому то, что происходило на плоскостной территории, даже у нас, не только у них, и даже у нас, то, что происходило на плоскостной территории, недопустимо было в горной части. Почему? Я тебе объясню. В горной части на твоей горе, на твоей земле могут жить только ты и твои родные, твои однотеповцы. Чужой не допускается. Происходила кровная месть, войны были, убивали друг друга и так далее. А когда ты спускаешься, понятие «мой» исчезает, кроме как твоего земельного надела. Но даже там они объединялись. Редко принимают, хотя гергелу, да, киеч юрта, эцеловодстаг, хаюрт. Сачир хумхач еще понятное дело. А так, чтобы ты с этого села сюда пошел, с того, такого нету. Эцелот юрта, на. Некоторые села вообще запрещают. Я так понимаю, это ингуши, это те же Аллай, но просто дело в том, что вот как чеченец и нохчи, вот русские дали дополнительно, ну, назвали по-своему ингуши, а Галай так и остались, как Галай. Эти два наименования поэтому существуют. Да, вот. Ну да, как и у нас, нохчи и чеченцы. У них Галгай и ингуши. Единственная разница, Галгай это был тейпом когда-то, а Нохчи не был никогда тейпом. Нохчи был всегда народом. В этом разница. А так в остальном, да, мы Нахчи называли, русские назвали чечены. Они Галган были, назвали их уже, дальше уже назвали они себя. Сейчас они, по крайней мере, некоторые говорят Галган, но, честно сказать, и Зурабов, Муса Зурабов или Зураб Мус. Сейчас не хотят ингушами называться многие. Не хотят, да. Они Галгай говорят. Они. Да. Ну, это, честно сказать, это их личное дело. Мне, и опять же, ты как-то меня очень хитро опять завел в тему эту, но это не наше дело. Это Вейбарбо, Шумдацы, они отдельно. Они 250 лет отдельно. Это они пускай остаются аними, а мы будем единственное, с чем я не согласен. Думаю обо всем. Про себя думаю, и у меня знаний нету, чтобы глубже достичь, ну, понять в смысле все это. Кто бы, что бы они, как бы они не хотели, дальше 17 века все общее. Ну, это все понятно, да. Кайдадег общий до сега. Цар лаа, цар кадеба, цахум кадеда, цаумадат. Есть некоторые тейпы, которые более древние, есть некоторые тейпы, которые нам очень близки, допустим, как Джейрхой или Орстхой, или Эхкой, более близкие к нам, которые граничили с нами. Есть чуть дальше, в основном негативными относились именно к назрановцам. Именно к назрановцам. Они вот были среди тех, которые получали указания нападать и на галгаевцев, и на чеченцев, и на карабулаков. Почему? Потому что это была крепость. Ну, если бы, допустим, если это то же самое, если бы у нас были грозненцы, которые бы нападали на шатойцев, на гюдермесцев и так далее и тому подобное. Ну, чтобы ты был понятный, понятие было, я тебе так объясняю об этом. Вот. У нас немножко другая была ситуация. У нас, когда, даже несмотря на то, что говорит и Ермолов говорит, когда чеченцев прижимали, и происходило вот в Старой Сунже, особенно это был пример. И не только в Старой Сунже, когда начинали каждый раз разоружать,
начинали нападать на плоскостные территории, во время Шамиля Адхарновой, они собирали свои семьи, уходили в Большую Чечню, с Малой Чечни в Большую Чечню уходили и воевали против нас по смерти Шамилем. И в Шенкуар мгновенно спускались, и все, опять мирной жизнью жили. Мацатуа, конечно. То есть у нас было больше места для маневра. А там нету тебя, цакалия, ну и тебя, там, в принципе, башок маяцы, 5-минутка, проехать от Чечни до Осетии, там, 5-10 минут, грубо говоря. Вот. У них места для маневра было меньше, да и их меньше намного. Сейчас, конечно, мы пытаемся, нас там 500 000, нас 700, да нету их столько там. И сейчас эта пандемия и их уничтожила, и нас уничтожила, войны, катаклизмы. Вот. Но газом лаларюй, но это, как говорится, все останется так, как есть. А так, честно сказать, у нас одно целое. Но по истории мы начинаем как-то вот так переходить некоторые границы. Не, по большому счету, Башлам, я их понимаю. Они вот на окраине живут, и также, короче, акинцы, вот, в сторону Дагестана. Так, проблема в чем? Проблема в том, что войска первыми к ним подходят. Это нет, они, я тебе не про это. Хорошо, спасать, это же все закончилось, правильно? Сегодня же тебя никто не ущемляет. Женщин. Они начали говорить, вот мы акинцы, короче, да, мы не чеченцы, ну, приходилось им, чтобы передвигаться. Но это нет, подожди, когда тебя заставляют под натиском говорить, это одно дело. Но послушай, во-первых, сегодня среди ауховцев, не акинцев, неправильно, ауховцы, правильно, среди ауховцев, проживающих, которые говорят, мы не один единый народ, 0,1 или 0,3 среди всего 200-тысячного ауховского народа. Заметь. И они никогда не говорят, что мы отдельно будем, мы отдельное государство, мы никогда не говорят. Это я знаю, да. Я но говорю, проблема там проблема немножко глубже. С этой стороны мы отдельно, вы от нас произошли, мы старше, вы вообще нечистые. Мы же не говорим никогда этого. Этого говорить нельзя. Сегодня в современном мире, если бы сегодня провести референдум, или бы сказали всем ауховцам, вы хотите быть со своими историческими землями, со своим ногчи народом, или не хотите, если бы у них был референдум, я тебе клянусь Аллахом, 99% ауховцы все бы сказали, вместе со своей землей мы хотим быть со своим народом. Не, это 99%. Понятно, пошло. То же самое бы сказали и остальные, но не они. Эти не хотят, потому что 70 лет мы были вместе, при первой же возможности отделиться. Сейчас мы будем эстен. Вот Галгай, Орстлай, они же непосредственно на Кавказской линии находились, правильно? И им приходилось Неправильно. туго. Орстлай не находились на Кавказской линии. Ну, первыми, ну, как не, Владикавказ, вот. И оттуда вниз идет эта нет, линия. Ты имеешь в виду ближе к грузинской дороге, если ты хочешь сказать, военной грузинской дороге. То это были не орстхойцы в основном, а были в основном... Именно фронтовая эта линия. Фронтовая была все-таки, если ты по фронтовой говоришь, то нужно говорить об адыгах. Они приняли первый бой. Западный Кавказ принял первый бой. Я имею в виду между нами, вот через Осетию, вот это Ингушетия. Ингушетия ближе всего была к военной между нами и дороге. кабардинцами вот эта линия была, правильно? Они были ближе всего к военно-грузинской дороге. И раз. Во-вторых, у них войны не было, Ваша. Они не воевали никогда. Ну, они не могли воевать. Они просто под оккупацию сразу, как зашли войска, они сразу уже оказываются под оккупацией. Нет, они не были под оккупацией. Там был заключен мирный договор.
они, ну, мирный договор или там, ну, и Мадуас, единственное, я же рассказывал, Но они сперва этот заключили договор, договор он же не от хорошей жизни заключился, правильно? от, Он же ну, по-разному под объясняют. Кто-то угрозой. говорит от того, что малоземелье было, кто-то говорит, что хотели свободы, независимости. Там уже Но каждый это выбирает сам. последствия все, это последствия. Это уже все зависит каждый от... Я честно сказать, они жили же и без этих плоскостных территорий в горах. Но, опять же, когда пришли царская Россия, они начали оттуда всех спускать. И их начали, и нас начали. Опять же, я объясняю, в горах воевать неудобно. А когда ты спускаешь крепости Назрань, там, Псидах и Малгобек, ну, сейчас нынешний Баунасвек, вот в эти села на плоскостные территории. Да, земля плодородная, да, более мягкий климат, совсем проблем меньше. Тогда, конечно, управлять проще. На тебя нагонять терских казаков, гребенских казаков проще. Тебя наказывать проще. А вот это нападение, когда имам Шамиль пошел помогать, так его же попросили о помощи. Он не хотел. Сейчас некоторые просто преподносят, что якобы мы прогнали Шамиля. Да никто не прогнал. Прогнал, что это плоскостная территория, во-первых. Во-вторых, принудили. И спасли от всего этого, в первую очередь, царские пушки и тому подобное. А Шамиль хотел помочь своим мусульманам, те, которые проживали в крепости Назрань, у крепости Назрань. Он хотел помочь мусульманам. Стоит отдать должное. Не надо сегодня байки рассказывать, якобы он хотел наказать там. Он не воевал, имам Шамиль никогда не воевал против ингушей. Никогда. Против ингушей нет, но наш народ, я Это последнее уже время... другая тема. о- Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Есть анекдот. Очень Мы сейчас не сильно говорим о сомневаюсь. влиянии, о том, что произошло с нами за счет этого теократического государства. Это уже совсем другая тема. Еще с самого Ахульгу, короче, я уже перестал верить. Ну, как говорится, я очень удивлен, конечно, сегодня даже, несмотря на то, что уже почти 2 часа, 118-120 в Телеграме людей. И сколько, Ибраим, у нас в Ютубе? К сожалению, у нас осталось 3 минуты. Мяло, Ибраим, Ютуб, чё? Вы просыпаетесь, как говорится, чуть позже, чем хотелось бы. С самого начала, если бы у нас такая активная дискуссия была бы, было бы намного проще. Ну ты как переключился, я зашел, на Ютубе у Да меня я нету вообще всем твоего. остальным тоже. Вистя, триух. Ай, да. Теперь злой сами. Ну, к сожалению, к сожалению или к радости, не знаю, каждому свое. Сейчас у нас уже время эфира подходит к концу. У меня возможности немножко ограничены. Завтра сегодня... будешь? А? Завтра будет эфир? Я постараюсь свои возможности. Хаджин, просто у меня очень сильно все зависит от поддержки и донатов Цундер. Я не всегда могу. У нас сейчас здесь немножко не та ситуация. Ты же знаешь, отключились. Сейчас я хотел через Инстаграм сделать. Меня выкинуло и бог пал бокса, короче, не слушай. Интернет не тянет. И нужно вот как-то вот выбивать Цундерса. По возможности я постараюсь завтра сделать. Это Хылана Гасан сделаем, да. Опять же, часов 11 или в 10 я постараюсь. Раньше заходить просто-напросто не вариант. Все равно людей не бывает, потому что заходишь даже в 11, люди начинают долго просыпаться. Сейчас уже ближе к 2 часам. До сухура мялханис новой. Так, сколько сейчас?
Ну, 2 часа почти. Еще 2 часа осталось, да? Ну вот. Короче, вот так вот. И постараемся сделать завтра тоже. Я, честно сказать, и не рассчитывал, что сегодня, как говорится, будет так долго идти эфир, но всем, всем моим подписчикам, всем, кто сегодня был в эфире, уважаемые подписчики, уважаемые братья, сестры, мои, кто любит, уважает, кто ценит, я всех вас прошу прощения, если я каким-то образом обидел, задел, что-то не так сказал. Я, как и любой человек, могу ошибаться. Я высказываю свое мнение. Никакого предвзятого отношения или оскорбления, унижения нету. Все народы хороши, все общества Тейпы хороши. Мы просто пытаемся в дискуссии как-то узнать, выйти на истину, исследовать эту проблему. Но вы знаете, что максимально пытаюсь только говорить о нашей истории. Но вот сегодня Брюс Ли зашел меня, опять как-то увел потихоньку в эти дебри. Но и все же не забывайте, что любые важные темы, тематику, которую мы должны изучать, мы должны проверять. В дебрях интересно все равно покопаться. Ну, интересно-то интересно, но все преподносит немножко иначе. السلام عليكم. Ва алейкум ассалам. باش ما داخل ما بالله هو أحقن عمو Он бяхки, да, все держаться, да, что он хот явись, к сожалению. لا ويوتيوب دبل В Ютубе был. Сундера постараюсь, конечно же, сделать три человека, которые сегодня, 3 или 4 человека, которые сегодня задонатили. Аллах дал саюшу, донат дал дух дал. Мы обязательно, я постараюсь завтра тоже сделать эфир, если получится, конечно. Мушун массара маниш обал дуэл дал каба даста мокшал иман ислам ихсан вайл. Не забывайте подписаться, не забывайте приглашать побольше еще к нам подписчиков в Телеграм, в Ютуб, Рутуб, ВК, Инстаграм, Фейсбук. Мы есть везде. Просто забейте наши, в основном мы с Ибраимом с одним и тем же логотипом делаем bashlam.39 live или просто bashlam.39 посмотрите. Подпишитесь, с нами будет интересно. Мы сегодня с вами обсудили в первой части нашей передачи обсудили тематику Сарматы и Дзурдзуки. Завтра постараемся, да, если у меня получится, постараемся Дзурдзуки при Черноморье. Дзурдзуки это, чтобы вы знали, называли нас в древности так, грузины называли. Это тоже наша история. Об этом, я очень о многом другом интересном пообщаемся, поговорим. Всем вам огромное спасибо. Если у вас есть вопросы, если вы что-то хотите спросить, поговорить. Есть телеграм-чат, точнее чат-бот, в котором мы тоже общаемся, он есть. Вы можете тоже посмотреть. Вопросы пишите, оставляйте комментарии в Ютубе, в Инстаграм, Фейсбук, везде. Ни одного вашего вопроса, пожелания, не прочитав, не посмотрев, я не оставлю. Еще раз, я просто единственная ваша поддержка, которая мне от вас нужна. Максимально приглашайте побольше к нам подписчиков, чтобы у нас было все больше и больше. Количество тоже имеет значение, потому что в любом случае, когда мы начинали, нас было меньше и все больше и больше становится. Поэтому от вас поддержка, это в первую очередь распространить, пригласить, заранее дать знать. Пятница, суббота, воскресенье. 3 дня у нас бывают эфиры. Или же на Телеграм трансляция, или в Ютубе, или если есть в Ютубе, значит есть в Одноклассниках, в ФК есть, и в Фейсбуке есть. И да, если все нормально будет, мы будем вести вот в этом
формате. Если же вдруг что-то с YouTube тоже не получится, мы потихоньку перейдем на Рутуб. Я еще раз всех вас прошу, всех подписчиков, которые есть в YouTube, это вам и даже кто в Европе проживает, очень важно держать и поддерживать со своими родными связь и знать, что здесь происходит. Сейчас в любом случае многие будут переходить на платформу Рутуб. То же самое, что YouTube, просто спереди ставите Рутуб одним словом, и вы увидите. Этот контент в основном там фильмы, ролики и так далее и тому подобное. Но если вы в поисковик вбьете bashlam.39live, вы выйдете на наш канал, подписывайтесь, а дальше вы поймете. Если мы нормально будем вещать и там, и здесь, чтобы мы могли большой, огромной семьей собраться вместе с братьями адыгами, лезгинами, всеми остальными, кто к нам хорошо относится. Будем изучать нашу историю, географию, культуру, и все будет хорошо. Всем огромное спасибо. Спасибо за внимание, спасибо за вашу поддержку, за ваши вопросы. Еще раз, в первую очередь, прошу у Всевышнего Аллаха, потом у всех у вас прошу прощения. Если я каким-то образом вас обидел, я прошу вас извинить меня ради Аллаха в этот священный месяц Рамадан. Если я что-то неправильно сказал, вы просто-напросто напишите, скажите, здесь ты ошибся, чтобы в следующий раз я мог исправиться и не допускать ошибку. Адиквел, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Allah razı olsun. Hadi güzel. وعليكم السلام برا. Ассаламу алейкум ва баракату. Всем хороших снов. Спасибо, что были с нами. Массе бюсте алло. Марна да обалдой. Rasul bismillah ka wawish.